Правительство России приняло решение дополнительно направить более 30 миллионов рублей на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получат 1 миллион рублей. Родители 7 и более детей, награжденные орденом «Родительская слава», получат 500 тысяч рублей, а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие 4 и более детей, 200 тысяч рублей. Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий станут ежегодными, а их победители и призеры будут получать денежные премии. Впервые соревнования прошли в 2023 году. Их цель – повышение престижа рабочих профессий и интереса молодежи к таким специальностям, а также привлечение интереса к высоким технологиям. Работа ведется в рамках нового федерального проекта «Профессионалитет», который входит в государственную программу развития образования. 25-28 октября в Суздале состоится 16-й международный форум-фестиваль семейных традиций, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера, надежда, любовь». В этом году он включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи. Форумы фестиваля традиционно становятся семьи, семейные династии, команды семейных клубов, фольклорно-этнографические и народные коллективы, патриотические и молодежные организации, а также все желающие семьи, молодежь и дети. Форум объединит на площадке более 1500 участников, гостей и зрителей всех основных групп, национальностей и вероисповеданий. В этом году программа фестиваля дополнена конкурсами, отражающими национальные особенности участников. В российских вузах создадут условия для пересдачи ЕГЭ до окончания приемной кампании. Повторно сдать экзамен можно будет только по одному предмету. Этот вопрос на контроле у Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Минобрнадзором и другими заинтересованными федеральными органами. В Госдуме ранее заявили, что такой механизм нужно реализовать в 2024 году. Он будет касаться всех предметов. В Минобрнадзоре отметили готовность внести соответствующие изменения в процедуру и расписание ЕГЭ в кратчайшие сроки. В Госдуме предложили снизить требования к тонировке боковых стекол машины. В настоящее время, согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Если эти требования не выполняются, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Законопроектом предлагается не наказывать автолюбителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50%. Инициативу для заключения в ближайшее время направят в правительство.